Друзья, всем привет! Вы смотрите Nice Day подкаст, и я знаю, что вы ждали, писали в комментариях, и мы в очередной раз в золотом составе. Нурбек Карбала, глава Лиги Найза. Ассаламу алейкум. Сула, наш боец KZ. Бонжорно. Дидар Сарбас подкаст. Всем салам алейкум. Меня зовут Михаил, надеюсь, вы нас хорошо слышите в этот раз, и о чем важно, наверное, поговорить в самом начале, перед тем, как узнать причины, где был Нурбек. У нас приложение вышло, называется оно Найза, и по нему можно смотреть прямые трансляции. Заходите в App Store, либо в Google Store, по-моему, так называется, это на андроидах, и скачивайте приложение. Не так называется? Нет, ничего, все нормально. А что там? Да все нормально, Майк. Я просто засмеялся. Ну расскажи, люди хотят. Нет, все нормально, Майк. Он улыбнуться просто хотел. Objection. Окей. Что-то интересное. Ладно, напишите в комментариях, что такое улыбнуло Сулу. Но в любом случае, Нурбек, где пропадал? Работал? Ну, все работают же. Вы точно как я не работали. Вы точно как я не работали. Ну, много выездов было, проектов было. Работаем, двигаемся. Так в целом просто времени не было реально. Понедельник, если честно, на эти подкасты не самый лучший день. Почему? Потому что, ну, по крайней мере, для нас, может быть, для зрителей это очень хороший день. Так как у нас есть свои процедуры, которые там в понедельник, вторник проходят, и нужно подготавливаться. Был полугодовой отчет, был месячный отчет, так что в этом плане сложновато было чуть. Угу. Окей, что, теперь по традиции про UFC поговорим? Давайте, что, я не смотрел. Классика. Ну, что-то последний вот бой я посмотрел, вот, что там 30 быстрый секунд. нокаут. И этого я успел, то что что там, все что ли? Ладно. UFC? Да, был, ну, неплохой достаточно турнир. Я Не целиком... смотрел, честно Да? скажу. Ты смотрел хоть? Представляешь, первый раз я не смотрел турнир UFC. Нет, это о чем говорит? О том, что реально там для нас, для меня лично интересного ничего не было. Там был Дерек Льюис, а это, мне кажется, всегда И Дерек интересно. Льюиса я вот... Я только, Весь я инфоповод, только- который он делает, Да, я только увидел, что он трусы снял там. и да. Как всегда. Он по классике, он еще и в 40 лет вырубил парня на 15 лет моложе него, которого все считали гиперфаворитом. Вот. Ну, там как бы такая спорная была остановка в целом, многие Да, спорят. он подымался по сетке, руками. Ну, все равно, это же типа не запрещено. Нет. И засчитали ему нокаут именно. Да, Миша, давай вот так, чтобы зрители тоже понимали, почему вот ты что-то вытаскивал по этому поводу? Ничего вообще. Нет. Мы тоже не вытаскивали. Твоя работа — это осветить UFC. В целом она как бы, ну, обязательно для тебя. Из-за этого, наверное, ты посмотрел. А для нас чисто как для... Неинтересно было. Ну и зря. Но это же прикольно, что реально тебя ничего не... Вот, допустим, ACA, я вот никогда ACA не смотрел, вот честно тебе скажу, там Артема бой смотрю, ну, имеется в виду весь карт, да, или там, вот, кроме Артема, никогда не смотрел ACA. Не, Кто ну, еще дрался? Сейчас скажут, что ты же был на турнире ACA, который в Казахстане был. Может, Тутан Касымханов там несколько раз дрался. Арман Аспанов там. Арман Арман Оспанов бой Оспанов смотрел. дрался. Да, я тебе что говорю, что вот так сидеть, прям эфир включить и ACA вот так смотреть. Ну, в целом, наверное, никто так не смотрит целый там эфир. И Асылжан дрался. Расул, да. Да. Евгений дрался. Вот тогда вот эти бои, наверное, ну и то в этот момент бывало так, что времени не было туда-сюда. А вот в этот раз я прям ждал, и прикинь, в час же я уснул. Уснул, А ты хотел именно из Алибагова, правильно? да, только из Алибагова. Ты болел за Али Багова? Ну, знаешь, я знаю же Алибагова. Мы вместе с ним в баню уходили. Я его до этого не знал, так же, как и Абдулазиза. Но Абдулазиз где-то вот месяца полтора-два назад позвонил мне. Мы познакомились. Он по поводу одного бойца, кажется, позвонил. И мы пообщались. Недавно мы с ним еще по видеосвязи. Но с Баговым мы знакомы. Он там участвовал в подготовке этого Тимура Тимура Серикула. Мы как бы... Он же в Семске тоже же был, да? Меня да, Мулык да. там познакомился. Да. Очень такой достаточно простой, такой спокойный Порядочный парень. молодой человек. Порядочный парень. И мы как бы... Оба мне симпатизируют. Этот Абдулазиз, он такой скромный, спокойный, вообще подкупает своим вот этим, знаешь, спокойствием, скромностью. Но в целом я даже не знал их историю, что там было. Оказывается, 2-1 у них по Да, встречам. Да. И один раз только Багов выиграл, да? Два раза. Решением. Да, решением. Он забрал этот пояс. Да, и этот... кто забрал пояс? Багов. Багов забрал? Багов был чемпионом, да? Вот эту историю... Он что был ты- в 2 весах чемпионом. Ничего себе. В 70 и... 77. Но вчера такой, да, по накалу, второй раунд же, да? Да, Да. второй раунд. По накалу был такой серьезный бой, и хорошо попал он.
Я быстро перед тем, как ACA начать обсуждать, просто я уже предвкушаю, что в комментах напишут, типа, что вы UFC не обсудили. Мне Я кажется, UFC смотрю только если выступает там Шавкат Рахманов. окей, Все остальные UFC я не смотрю. Принципиально. правильно делаю. А получается, турниры в Абу-Даби не будете смотреть? Не буду. Если там будет Шавкат Там будет участвовать? Аслом Абаев. Там не будет Шавката? Нет. Значит, не буду. Да, быстро, просто два момента, мне кажется, интересные в ключе организации боев. Про Дерека Льюиса о чем стоит поговорить, что Дерек Льюис — это боец, который на самом деле в UFC дерется по приколу больше. У него успешный бизнес есть, у него сеть салонов красоты, плюс он уже там и там долларовый миллионер, и возрастной дядька. Вот, при этом Дана Уайт, он уже сколько раз говорил, что я прям супер заинтересован в этом парне, потому что он всегда делает шоу, и вот такой человек компании, и мне кажется, что нам не хватает, да, например, в Найзе кого-то, кто бы просто бы, Трусы снимал. ну и трусы А снимал помните, тоже. мы как-то даже это обсуждали? Когда он тоже как-то подрался плохо, снял шорты, и про это все обсуждали, мы тоже не смотрели турниры, потом Да. такие, а почему бы в Назе такого не сделать? Да, Он не ну, только в Назе трусы, он не происходит только трусы разное. снимает, то есть, ну, он не Ну, только трусы этим точно пока популярен. не снимали, куда вышел. Да, Не, надо заметить, то, что не просто трусы, в смысле шорты. Шорты, да. Все подумают, что он реально трусы нет, снял он там. попку Он все показал. попу показал, голышом. Да, да. Я этого уже не смотрел. Я Он полностью вот так снял и все. просто Вот я Там не этого даже уже по, не по смотрел. подписке было. Мы знаем, почему ты не По смотрел. платной подписке был. Знаю, ребята, что-то вы... Ну, его высказывания А после что боя ты, тоже брат, везде интересно. во всех Да, инстаграмах. да, у него классные смешные высказывания. У него есть классная его инстаграм-страница, на которой он всякие приколы выкладывает ежедневно. У него есть такой слоган «He's ok». Он выкладывает всякие подборки там с падениями людей, с какими-то всякими факапами. Активный, короче. Ну да, то есть он супер классный, вот Молодец. обожает Дана Уайт, вот, и он в свое время действительно подбирался уже к поясу UFC вплотную. Так что очень клевый боец, и нам не хватает немножко тоже кого-то, кто бы дрался бы в Назе, просто потому что Мне типа, кажется, ему это его нравится. успех в том, что он типа не зацикливается, чтобы стать чемпионом. Он такой, какой он есть в целом, да. Хочет шорты снял, хочет сказал после интервью, что там следующая это моя жена, там, да, вот такие вещи. И он не парится о том, что там надо выигрывать, надо проигрывать. Вот и все, мне кажется. Вот в этом его успех. Мгм. И второй тоже интересный момент, тоже смена поколений все еще идет. Дрался Келвин Каттер в соглавном бою вечера, уже мало, наверное, кто помнит, что за парень, но он находится, ну, уже, наверное, во вторник перестанет находиться, в топе UFC, хотя у него в последних 6 боях 5 поражений. То есть вот тоже идет уже обновление крови. И Стивен Томпсон тоже, кстати, проиграл. И, в принципе, тоже такая же история, что хотя он вроде неплохой бой показал, но там более молодой парень, выглядит чуть свежее. Ну, хотя решение спорное. Вот Келвин Каттер раньше был вот он, да, человек, который должен был заменить нынешнее поколение. Вот он же там, когда он дрался с... Забитым? Нет, не с забитым, а когда он дрался С с Холлоуэем. Максом Холлоуэем. Все же тогда думали, что Холлоуэй на спаде и проиграет, и его там жестко перебили. И вот на тот момент он считался как человек, который должен обновить кровь, да, в весовой категории. Ну, он по возрасту это примерно такой же, как и Холлоуэй. Мне кажется, ему тоже там под 35. Да, но просто у него там количество боев, наверное, кратно меньше. Ну да, ну то есть он именно не из молодой когорты, да, вот приходят ребята помоложе и все, и выкидывают уже старичков. Вот, ладно, можно теперь к ACA перейти. Так, Алибагов. да, про история. Алибагова и про Абдулазиза Абдулвахабова. Четвертый бой за титул, гран-при в легком весе, 2 пояса на кону стояло. Сула, ты смотрел? Да, посмотрел. Твои впечатления? Ты только Ну, этот бой? да, только этот бой смотрел. Я болел за Абдулазиза. Я с ним давно знаком. Когда он еще чемпионом ACB стал, по-моему, второй раз, когда он выиграл Алибагова. Или в первый раз. Нет, второй раз. И они сюда в Алмату прилетали. И дядя Расул Жамалдиев, короче, он их встречал. И вот он меня тогда познакомил. Ну, это лет 7 назад, наверное, было. Лет 7-8 назад. Он с чемпионским поясом и ACB-шным еще прилетал, я помню. У них первый бой, по-моему, был чуть ли не 11 лет назад вообще. Ну, значит, это был второй бой. И я тогда с ним познакомился. Да, очень порядочный молодой человек. И дядя Расул, кстати говоря, мне звонил на видеозвонок. Я офигел, короче. Они уже на следующий день, он мне звонит. В этот раз или? Да, в этот раз. Он Тоже говорит, выставлял. смотри, говорит, с кем я. И раз, чукс, нифига себе, Абдулазиз. Я ей говорю, брат, мои поздравления. Говорю, вы, наверное, меня не помните. Он говорит, как не помню, я помню. Говорит, в Алмату прилетали, говорит, я тебя помню, брат. Я, ну, еще раз его поздравил. Дядя Расулу большой салам алейкум. Этот человек никогда меня не забывает вообще. Наш старший брат. В общем, я болел за Абдулазиза. Я его, типа, давно знаю. И было приятно, что он меня вспомнил. Интересный факт, да, что Абдулазиз Абдулвахабов
вот до этого боя все свои, ну, то есть 2 поединка против Али Бага выиграл досрочно, там после первого раунда, и там с вертушки он в нокаут отправил, а Али Багов выиграл только решением. И ты когда смотрел этот бой, ты кого видел фаворитом? Фаворитом я давал уже, по-моему, где-то прогноз 60-40 Багова, потому что мне он казался свежее, потому что последние бои Абдулазиза, они довольно тяжелые были. А с Али Абдулхаликовым такой был бой, кость в кость, вот, и там был не пиковый Абдулазиз. А в этот раз, прям, хоть ему и 36 лет, но у него прям мускулатура отличная была, дышал круто, и прям видно было, что для него супер важная история это была, и он реализовал все, что мог, собственно. На самом деле у них вот, когда был третий бой, во втором раунде тоже Багов, он подловил Багова на удар, но Багов тогда типа пережил. Мгм. Вот, а в этот раз, конечно, да, так фатальный был удар. Жесткий. Офигенный бой был, суперский. Прям реальный финал финалов. Там еще Исей так подвели, то есть до этого было тяжело смотреть чуть бои, очень много борьбы было. Вот, турнир был посвящен памяти Буайсара Сайтиева, и, не знаю, может быть, это какая-то дань уважения была, но все бойцы прям боролись, все было 3 раунда, очень такое, ну, тяжелое было зрелище. То есть на обычный бой Исей было не очень похоже, вот, и в конце, да, действительно такое украшение было вечера. Прикольный бой. Шикарно. И, кстати, а у Али Багова не получалось бороться. Да, он один раз пытался вот за ногу взять, но хорошо отзащищался Абдулазиз. Еще урон нанес. Но мне что-то показалось, что с самых первых минут первого раунда у Али ничего не получалось. Ни борьба, ни в ударке. Очень хорошо попадал Абдулазиз и в первом раунде. И так этот перевод, помнишь, да? Мгм. Он прошел. У него Али нога прошел, осталась. да? Али Да. прошел. Что-то перевернул, да, и на контроль. Такие моменты были, где он прям очень много сил терял на переворот, да? Ну, я вот, ну, всего у Абдулазиза, по-моему, 2 поражения, в принципе, в карьере. И у него первый раунд Абдулазиз очень хороший. То есть у кого что-то получалось, то это нужно темп держать на протяжении всего раунда, ну, всего боя. Это вот у Эдуарда Вартаняна хороший бой с Абдулазизом получился. И у Александра Сарнавского. И оба держали именно темп. А там вот именно прям в первом раунде, мне кажется, Абдулазизу ничего невозможно сделать, потому что... у него тоже- 16-й год чемпионат мира в Турции по панкратиону. Мы все поехали туда, и тогда вот Абдулазиз чемпионом мира стал по панкратиону. И там 2 версии же было. Одна, типа, где в лицо бьют, другой, традишн Мгм. и этот, full контакт. До этого ММА назвали, потом панкратиан full контакт назвали. И тогда он по full контакту стал чемпион, наоборот, по традишну, кажется, стал чемпион мира, Абдулазиз. А Гойти вышел в финал full контакта. И тогда он с Гойти не вышел, сказал, типа, Они в одном весе, да, дрались? они в одном весе, да. 71 килограмм, кажется, насколько было. Гойти Или в 71 или дрался. 77. Или 77, или наверное, да, 71. Гойти-то большой, он сейчас... Не, 16-й год, брат. 10 лет тому 10 назад. лет назад, да, почти. Кажется, 71 или 77, и вот тогда он отдал победу Гойти. И они так, по-братски. Молодцы. Они оба же чеченцы, поэтому... Да, да. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видео-контента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы
конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Достар, біздің ұжымымыз мына жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе. Сондықтан күтеміз. И договорились. Вот что еще важно сказать. Кстати, Артем Резников до боя, по-моему, говорил, что если Абдулазиз Абдуллахов встретится с... Ну, это не дословная цитата, что типа с Махачевым, то типа... Ну, это он сказал, Асланбек Бадаев сказал, что он в личной беседе сказал это на пресс-конференции, что Абдулазиз типа лучше Ислама Махачева. Что думаешь? Ну, не знаю, мне кажется, что все равно UFC для меня какая-то планка, именно из-за того, что там типа прям жесткие проверки на допинг. И, в принципе, там надо не только... Там, мы видим по Царукяну, видим по Мовсару и Влоеву, что нужно не только там обладать крутыми скиллами, чтобы дойти до титула. Поэтому не факт, что Абдулазиз просто бы дошел, что он был бы выгоден UFC. Поэтому не знаю. Он был бы 100% топовым бойцом, ну, про титульные амбиции, не знаю. Там надо быть более интересным, что ли. Азизу не хватает этого. Вот я тоже немножко удивился, что многие ребята, они не знали, как вы сейчас говорите, что не смотрели UFC, но на самом деле вот у меня, например, в сообществе многие писали, что не знали про ACA, в принципе, этот бой, что не было каких-то документальных фильмов перед этим про них. Их не вытаскивали на подкасты, ничего, просто была типа вывеска, финал Гран-при, и все, они... Очень оба скромные парни. Ну, скромный, не скромный, все равно. Просто между ними, наверное, и конфликта нету. Это четвертый Не, бой. ну а зачем конфликт? Просто сними там Embedded какой-нибудь, не знаю, съезди туда, там, в Кабардино-Балкарию, съезди там в Чечню, сними там такое видео, не знаю, с близкими, с кем-то еще. Это типа самый, у них легкий вес же, самый главный, потому что они инициировали Гран-при изначально в легком весе, и это, получается, второй год уже в легком весе Гран-при. Вот, и они столько вложили, типа, и в раскрутку, и во все остальное, самого Гран-при, но не вложили в главный бой. Ну, это, наверное, скорее всего, просто ситуация была такая, что нужен был бой, а не раскрутка. А что за ситуация, объясни? Ну вот просто вот для этих бойцов нужен просто бой. Раскрутят, узнают, не узнают, вообще плевать. Это бой был для Я как понял, ценителей просто, а не для всех. у Это Али это финал последний Гран-при. бой был, да, в ACA? У кого? У Али. По контракту, да, он подписывался на Гран-при. Слушай, а у тебя твои коллеги в любом случае, наверное, были на турнире? Стадион был полный? Да. Там, ну, в принципе, на турнирах Кадыров Грозный... там был. По-любому будет же полно. На турнире в Грозном просто бесплатный вход еще всегда. То есть там не Ну продают да, в билеты. Грозном. Толпа. 8-10 тысяч. Там, говорят, жестко было на самой арене. Это арена не Колизей, другая. И там она новая вроде. И там проблемы с вентиляцией. И говорят, что когда уже были главные бои, из-за того, что там было вот порядка, по-моему, 7 тысяч человек, там было в самом зале больше 30 градусов температура. Жарко, да? Очень жарко. Не Да, просто бойцам жарко. как тяжело было, Да, что вот такая температура. И многие и бойцы тоже про это говорили, что в этот раз было тяжелее драться, чем обычно, потому что просто дышать не мог из-за жары. А еще сам Грозный, он наверху стоит, да? Высокогорье? Ну, это Кавказ, да. Среднегорье, наверное, да, где-то. Прикольно. Че, продолжим? Что там у нас по плану? Я не знаю, у вас же... Абу Нурбулат. Я предлагаю поговорить. Ваш же это- Кто смотрел бой Абу Нурбулата? Я результат посмотрел. Я смотрел Я бой даже Абу Нурбулата. результат- Ты не смотрел? Результат посмотрел. Ты смотрел бой Абу Нурбулата? Я посмотрел, по-моему, первые 2 раунда я застал, потом... Я не смог посмотреть, потому что я в горах был. Я И- с Азике разговаривал, с Азаматом Абиловым. Ага. И до, и после чуть-чуть, правда, пообщались. Я, короче, посмотрел. И как тебе? Что мне есть что сказать, однозначно. Ну, во-первых, ему во втором раунде, по-моему, разбили нос. Сломали нос. Да, там кровь текла, и вот если он выйдет у тебя на турнире, я буду просто в шоке. Не Он буду. уже точно не там уже было видно, то, что у него там хлестала кровь, что нифига он с таким, короче, переломом носа не выйдет. Это факт. Во-вторых, что я для себя отметил, этот чувак, ну прям, я не знаю, ему надо поаплодировать Абу Нурбулату, потому что он точно не домашний боец. Вот я больше всего боялся, короче, есть вот они же здесь
такие крутые, короче, вообще просто жестики. А там он выходит, типа, с местным чемпионом, с местным парнишкой. Он там за сколько? За несколько дней они туда полетели. И он абсолютно не домашний боец. Шикарный поединок показал на характере. Бился до конца. И еще мне что понравилось. Ты видел, может быть, да, вот их стардаун? Да. Он на стардауне там газанул, да? Наши же выходят такие, Смраиб, короче, непонятно что, короче, такое отзывает. А тут он газует на него. И показывает обалденнейший поединок на характере. Комментаторы были в восторге. Они на английском языке, два, короче, каких-то этих пиндосов или кто это. Они были в восторге. Я был в восторге от Абу Нурбулата. Первый раунд. Да, он, короче, этот китаец Дилюле, да, по-моему, проверил, что из себя представляет Абу Нурбулат. И во втором раунде, конечно, тайминг китайца был идеальным. Идеальным. Абу пытался и так, и сяк, и слева, и справа, ничего не получалось, но на характере бился, постоянно атаковал, контратаковал. Молодец. Это тот чувак, Абу, в которого, я думаю, если вложить деньги, время, хорошую, вот прям вот сам вот так вот если удержать, он, иншаллах, может стать чемпионом UFC вообще. У него харизма, характер, все есть для этого. Я по-настоящему впечатлен этим бойцом, честно скажу. По-моему, вот он только-только начинает расти, и я прям в восторге. У него была проблема Знаешь, в том, что... Нурики, извиняюсь. У него была проблема в том, что он во второй и в третий раунд он не перестроился вообще. То есть, да, не знаю почему, но его прочитали в первом раунде и делали... Никаких поправок в третий раунд, когда вышел китаец, он не делал. Он просто сделал то же, что делал, когда выходил во второй раунд. Потому что Нурбулат вообще, он просто тупо пер, короче, есть на характере, пер. Там, где я вообще ждал какой-то борьбы, может быть. У него была одна попытка, которая не увенчалась успехом, и все. Вот как будто бы, короче, есть вот перед ним красная тряпка, и там все, иди, бей, убивай, короче. Он вообще ничего не зная, с открытым забралом попер. А там надо было чуть-чуть, конечно, поумнее. Но супер. Это не поражение, я считаю, это... Прям я для себя открыл обалденного бойца. Это не поражение, это откат надолго назад. Надолго прям? Надолго. Почему? В плане его карьеры. Вот я тебе хронологию, историю расскажу. Абу Давай. Нурбулат лично у меня тренировался. Я знаю. Я сам лично его тренировал с 11-12 года. Ребята приходили, Абу Нурбулат где-то то ли в 12, то ли в 13 году пришел к нам. Ему сколько лет? Он был с 20, чемпионата. 20, 25 есть ему, да? По-моему, 20... Наверное, повзрослее даже будет. Чуть-чуть. 27? Не сейчас Абу Нурбулат. И суть в чем? Суть в том, что вот в этом спорте, я вот ребятам много раз тоже говорю, нужно понять, чего ты хочешь конкретно. Мгм. Вот смотри, было много. Абу Нурбулата ты по октаву помнишь. Помню, Сколько конечно. боев проводил? Сколько? Помню. Там были... вот Та же тема, как с Ариевым, ты даже- хочешь сказать? Даже, вот, точно так же. Серьезно? Точно так же, как с Ариевым будет. Смотри. Вот Это будет ты помнишь плохо. те бои, когда он падал, нокдаун, Да. вставал и выигрывал? Да. Вот такие бои Да. были. Позже я ему сказал, ну, раз ты хочешь, говорю, карьеру эту, давай, короче. Он сюда в команду там приехал, где-то присоединился, туда-сюда, такая история пошла. Потом, бум, я сижу здесь, объявляю новость, что Абу Нурбулат и Булат Заманбеков будут драться за титул. После обеда выходит новость, что они подписались с промоушеном американским. Я звоню ему, говорю, ты вообще, ну, с тобой, тебе вообще верить можно, брат? Ну, как бы я тут, ты мне до этого говоришь одно, теперь у тебя ты там с другим промоушеном подписался. Ладно, агай, ойбай, куке, всякий Азамат мешался, мне там туда-сюда. Я говорю, ну ладно, давай за титул тебя поставлю. Мгм. Вот, агай, все, титул. Оба не делают вес, ни Булат, Да. ни Абу. И пропадают. Даже ничего не написали, не позвонили, все, пропали. Я для них, ну, грубо говоря, можно сказать, для них турнир делали в Октау. Вот в это же время, в Есть этот день. такое. С Достаном должен был драться и с Диасом Ирингеевым. Да. Вот в Помню, это же время, в помню. этот же день, кажется, насколько я помню. Или в июне, да? В июне не было в прошлом году. А там было 6 и в конце было. В июле, да. Нифига ты помнишь, что такие Не-не, вещи? а прикиньте, вот сейчас у нас предстоящий турнир 27-го, он был и в 27-го. Мгм. Да, и, ну, кажется, они 6-го дрались. И тут такая ситуация, все, вес не сделали, Да. там пропали туда-сюда. Я теперь хожу, и вот это уже третий случай,
где они мне говорят, он мне звонит, говорит, ага, я хочу вот в китайском промоушене подраться. Я говорю, ну, раз ты там хочешь, дерись, если ты так выбрал. Можно уточнить еще вопрос? А почему ты разрешил? Почему я разрешил? Ну, него- он у тебя стоял сейчас, получается, в он не карде. стоял, это до этого было. Это до этого, да. Он до этого мне говорит, ага, я хотел подраться. А Я потом вы говорю, его поставили, вот, да? все, давайте. Теперь он на меня выходит, говорит, ага, я хочу и в Ахтау подраться. Я говорю, ты как собрался и там драться? Нет, ага, я смогу. И Жандарбек, ну это не он, а Жандарбек Мгм. на меня выходит. Вот, все, там он там пройдет быстро там и сюда придет. Я говорю, ну навряд ли. И вот это доказательство того, что вот некоторые бойцы, они вот это свое планирование, знаешь, вообще как-то очень странно выбирают. Вот, Абу, вот просто задумайся, время пролетит, моргнешь и все. А она уже пролетела, брат. Не, почему? Я все-таки хочу думать, Самые что... лучшие моменты, лучшие вот пиковые моменты, они уже пролетели, когда это можно было сделать. Вот сейчас нос сломал, это откат на полгода как минимум. Ну вот правильно же, если год назад он должен был драться за титул, не подрался, в этот раз он должен был драться за претендентский бой, он не подерется. Но тогда у него там проблема с весом уже Сколько была. лет? 25? Есть Ну, в еще принципе, у него. время есть, да. Это тут вообще не со временем связано. Тут связано вот с пиком твоего, как говорится, как ты себе это ощущаешь, как ты себя пиком твоей подготовки, Он с настроя. кем сейчас, брат? Я не знаю, честно скажу. Это вот Потому что Азики говорит, вроде бы с ним, и как будто бы, вот, что, он опять в Дартим возвращается или это что? наверное, Есть такой хабар? один из единственных бойцов, который в этом был, в нашем зале, да, вот Так. из этой толпы, который мог бы хороший результат показать. Блин, офигенно. Мне потому что И почему очень я говорю, понравилось. и почему я говорю откат? Вот сейчас у него была возможность сконцентрироваться, сказать, ребята, все бои уберите, там, Китай, ну, скорее всего, там деньги нужны были, поехал, я так думаю. Ну, иначе что, да? Сконцентрироваться, усиленно подготовиться на этот бой, выйти, подраться. Если выиграл, все, за титул, там, Дастан, если будет драться, будет, не будет, там, Дастан оставляет пояс, он уже такой высказывал, и там он дерется с кем-то другим, становится чемпионом, если выигрывает, и дальше уже как-то мы формируем его карьеру, потому что в его карьере были проигрыши, кажется, от этого Айжигита, и вот проиграл. второй проигрыш. Кстати, Айжигита уже душил, Да. сабмитил. Я ж там, в этот день я был у тебя ринг-анонсером. Да, да, да. Я помню этот бой. Я еще потерял вот эту, А ты все потерял. эту, короче, бумажку с Айжигитом. Кто он, что он такой? Гордость всех кыргызского народа. Какой-то тему залепил, короче, Айжигитик обнял. Абу говорит, команда Орлан, кажется, сказал. Не про Абу я сказал, про Ван Дамма. Про Ван Дамма. А команда Орлан против. Офигеть, короче, а там он шеф сидит. Сула, а вот вы говорите, Азике, там, а это кто? Вот, может, Азамат Абилов, экс-чемпион Найза. Все, все. Не просто так. Не, Азамат Абилов это тот человек, который вместе со мной начинал. Да-да-да, этот это Найза. промоушен. Это Найза. Э, Не, ну я все-таки, брат, 25 лет. Как бы ты ни говорил, что значит нет. Я все-таки... Откат. Пускай у него откат даже будет, пускай откат, брат. Вахт пар еще, я считаю. Ты просто... Сейчас ты просто на эмоциях, потому что такая тема произошла. Я не на эмоциях, брат. Я в самом начале, Жандарбек свидетель, я сказал, он не сможет, говорю. Агай, отвечаю, смогу. Вот так он мне сказал. Я говорю, ты не сможешь, говорю, ты там, даже ты легкую палец травмируешь, ты завтра как будешь драться? Нет, Агай, там я Мы про это быстро говорили, пройду, да. вот так там пройду, вот это сделаю. Я как бы даже ругался, и они там нет, меня там Азамат за него просил, вот, Нурбек, он сможет туда-сюда. И вот такая история. Я сейчас не злюсь, я просто размышляю путем. Вот путь, я вижу путь бойца. Допустим, если мы хотим, ну, давай там будем, как говорится, откровенными, он мне самый близкий знаком из многих бойцов, ну, там, Алиби, он там и так далее. Но когда ты хочешь кого-то звездой сделать, или чемпионом сделать, или ты там какие-то определенные там ставки ставишь, чтобы где-то он за океаном появился, он должен этого хотеть. Абу, слушай внимательно. А если он не хочет, вот так же, как и с Юксари в свое время. Так. Когда Это там печальная история. была возможность, там, я говорил, не идите никуда, там, они собирались уходить в UFC, я сказал, оставайтесь, мы сами доведем, все нормально. Там, во-первых, ты-то как бы, когда ты так со стороны смотришь, ты же больше видишь. А бойцы, они как, они все хотят, и многие не верят, есть же там, думают вот так. Нурбеком Кадрахманом такая же история была.
сколько там, в 18-м, 19-м, каком году он дрался с Улан Fight Nights? В 20-м году. После этого он чемпионом стал, Улан Тамгабаев. Да, Тамгабаев. 20-й год, кажется. Подрался, я говорю, ну, ребята, все, давай там восстанавливайтесь, там, будем, нет, там, мы там, Fight Nights, там, туда, ну, ладно, Fight Nights пошли, проиграли. Обратно пришли. Вот сейчас вроде бы там, ну, как бы собрались с мыслями. Такая же история была с этим. Ну, много таких историй на самом деле. Даняр Койшибек, Да. то же самое. Много историй таких. Я говорю, ребята, вот есть такое понятие. Тут суть не в том, что лояльность именно там к своим, не к своим. Тут есть какие-то, вот как ты сам говоришь, да, там есть промоушен, есть промоутер, и есть человек, которого ты видишь потенциально может стать звездой. Не исходя из его нации, не исходя из его места жительства, а исходя из отношений каких-то определенных. Раз, во-вторых, его способностей. И ты выстраиваешь это, со своей стороны начинаешь делать, и видишь отсутствие обратности, ну, вот этого, да, обмена, да, обмена. Кстати, хороший пример Донченко. Вот, Донченко, чемпион. Хороший пример Гасанов. Тот же, да, там. С Донченко вообще ярко, да, там все. Вот Пришел там. Тебе вопрос на руке. Что нужно сделать сейчас Абу Нурбулату, чтобы войти вот на эту вот, обратно вернуться на полосу, допустим, своей карьеры, так скажем? Я уже не, чтобы, как бы, я не знаю, что нужно. Ну ты как видишь это? Я больше верить не буду. Я больше верить не буду. Почему? Потому что зачем мне это надо? Мне просто, знаешь, что Это же не понравилось? один раз. Мне очень понравилось, как он ведет себя за границей и как он повел себя на Стардауне, брат. Мне вот эта тема безумно понравилась. Ты с одного Стардауна выводы хочешь Не-не-не, сделать. то, Я что с ним после уже- этого, я с ним не-не-не, уже я 10 же не лет. про это говорю, Да. я же не говорю, что ты ошибаешься там. Да, да, да. Я тебе говорю, может быть, дать еще один шанс. Я Нет, про это шанс-то говорю, мы брат. в любом случае дадим. Но я уже, вот он тебе правильно заметил, год назад я сидел и об этом говорил. 1,5 года назад я говорил о Ну, том, что может он быть, будет я драться просто за... под впечатлениями от этого всего. 1,5 Я года тоже у назад, меня... 1,5 года назад, смотри. Кабу тоже совсем недавно были очень даже не такие хорошие самые эмоции. Но Пол- и вот я... 1,5 года назад я сидел и говорил, что он будет драться за титул. Да. Потом он подписывает контракт с американской лигой. У самих визы нету даже. Вот насколько, да, ты должен быть таким, знаешь, как бы далеким от этого дела. У тебя визы нету, ты подписываешь с промоушеном контракт. А прикинь, промоушен ему скажет, ты не должен ни с кем драться. Ну, также американские промоушены могут. Я говорю, вы перед тем, что подписывать, это их там один там баламут сбаламутил, и они там подписали. Ну, ты же тоже уже тебе 20 с чем-то лет, ты же можешь конкретно сказать, пацаны, вот так, вот так. Я вот после этого думаю, ну как так, как после этого верить? И вот так вот. Тут, И наверное, я не зря сказал, когда ты хочешь кого-то сделать, не то чтобы там у нас совместная какая-то работа идет, чтобы сделать кого-то там звездой, он тоже должен этого хотеть. А мало того, что он должен хотеть, он должен это делать. Потому что одного хотения здесь мало, да. Ну вот я когда смотрел этот бой, я думал в тот момент, что для Абу это будет хорошим опытом. Я, конечно, тоже понимал, что он не подерется, наверное, с таким маленьким промежутком. Но Сула правильно заметил, он хорошо себя показал на Стардауне. Плюс это главный что бой. значит хорошо показался на Ну, то есть Стардауне? он, знаешь, он во всех пабликах Он топил, появился. Вот. Он топил. Я это Он просто... подразумевал. Не-не, стоп. Он топанул Не-не, там. стоп. Не, стоп. Ты, если... Ты сам этот Стардаун его снимал однажды, в Ахтау. Он дал одному шапалак. И этот Стардаун разлетелся тоже 1 000 000 просмотров. Он всегда так делает. Он, в принципе, неплохой, как говорится, трештокер в плане мало слов, мало как бы без лишних слов, но при этом он каким-то действием все-таки запоминался. Одно дело дома на руке. Я же был в то, что он не дома так мутит. Суть, то, что Дидар хочет сказать, что он везде появился. Да, то есть о нем узнали уже, во всех пабликах начали его транслировать. Да, Плюс все ждали он этот был бой. в главном бою, и он провел все 5 раундов. И не Три дома. раунда. 3 раунда. Он провел 3 раунда, еще не дома, но в главном бою вечера. То есть для меня это было как хороший опыт для человека, Вот как для теперь бойца. вы опять не поняли, о чем я говорю. Мы тебя поняли, Да, дружище. о чем вы поняли? Вы про какой-то опыт мне говорите, там, Стардаун. Я вам говорю, что сейчас он бы мог основательно подготовиться, выйти за претитульник, возможно, стать претендентом номер 1, подраться за титул, и уже через 2 года мы бы обсуждали о нем, как там, допустим, о президенте в UFC. 1,5 года. В 27 лет, да? В 27, Да, отлично 26. было бы Вот время. так, да, там, ну, как бы я вам о чем говорю? О пути говорю, да, Да, как, да, как да. бы этот путь сложился. Это
Самый первый, какой он мне вопрос задал? Что там, да, для тебя? Я сказал, это откат. Это и есть откат. Это надолго назад откатило его. Теперь я понял тебя. Вот о чем я говорю. Тут я понял, что ты меня не понял Справедливости ради, надо изначально. еще сказать, что соперника очень жесткого ему подобрали. Да, в Найзе у него жесткий соперник, и, на мой взгляд, ну, жестче, чем китаец. Шарапудин Да, Магомедов. Шарапудин Магомедов, это действительно спарринг-партнер Петроянова уже в прошлом выпуске, просто он был не с очень хорошим звуком, может быть, кто-то прослушал этот момент. Суперконкурентный парень, у него одно поражение всего, и он действующий спарринг-партнер Петрояна, Вы часто говорите о звуке. Что случилось со звуком? не очень хороший был. Прошлый подкаст? Тебя не было, и поэтому... Все. Айку, У Виктории надо поинтересоваться. Айке выговор дали? Виктории. Или Виктории надо выговор дать? Короче, я к тому... Да, Виктор, кстати, с нами сидел. Я к тому, что очень жесткий соперник в Найзе, и тоже не факт, что все бы хорошо там было, но при этом, мне кажется, намного больше бы обсуждали, чем бой в Китае. Действительно, никто соперника его не знал до боя с ним, будем честными. В СНГ, в принципе, этот парень впервые где-то всплыл после боя с Абу Нурбулатом, а Шарапудин Магомедов — это прям известный в СНГ боец и с историей интересной. Есть такая русская пословица. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймешь. Я согласен. Я вообще не понимаю, как бойцы принимают в разных лигах 2 боя там, в течение месяца, даже 2. В принципе, если там хорошая подготовка должна длиться там 2-3 месяца. Я почему так как бы эмоционально, ну, может быть, не сильно эмоционально, но при этом при всем, может Очень быть, эмоционально было. откровенно в отношении Абу Нурбулата говорю. Почему? Потому что, ну, считаю, что имею право. Потому что я как бы его сам тренировал. Ваш пацан. Я в свое время его сам тренировал. Я поражаюсь его мышлением, да, иногда думаю, блин, ну как так? Слушай, а даже вот безотносительно того, что ты его тренировал, ты же все равно делаешь какую-то ставку на бойца, который у тебя в карде Конечно, дерется. Конечно. И когда он потом не дерется в карде, ты теряешь от этого. Да, конечно. Ну и плюс против него был Да такой я его, хороший я боец. тебе честно сказать, Миша, я даже его не видел в этом карде. Это мне начали звонить ребята, там говорить, вот, он там готов. Я говорю, пацаны, он дерется там и потом здесь. Как он будет собрался драться? Жандарбек начал меня там уговаривать. Жандарбек? Азамат начал меня уговаривать. Там, он сам начал звонить, не, агай, смогу, там, туда-сюда. А с кем теперь будешь Шарапудин драться? Сонмен. Будем решать. А останется статус Не, претендентского? ну может быть, знаешь, этот претендентский... А, он больше- не получится, да, Знаешь, с Достаном это же сразу? больше претендентский, наверное, был для Абу Нурбулата, чем для Шарапудина. Почему? Потому что ты посмотри, Абу Нурбулата путь, он там около 10 или 12 боев у нас провел, да? Сколько боев уже? 10 или 12 боев. Я помню практически каждый его бой. Даже в то время, когда у нас мы снимали из камер, только была одна камера, это телефон Сулы. Я помню эти нокауты, помню эти как бы завершения его, да, там. Потом кальян, ночная жизнь. Серьезно? Не, ну я так. Уличный вот Ну это, нифига. Так, может, это Сулу и подсадил, Потом эти гулянки, и Потом они свет. они все испортили. раз с Сулиного телефона началось. Потом Сулин кальян. Я никогда не курил кальян. Мне никогда не нравился кальян. Я и не курю кальян, честно скажу. Нет, давай поменьше о кальяне. Дальше идем. Окей, дальше новость, которую вы предложили мне сегодня до подкаста, я, честно, не успел ознакомиться. Вот, ну, мне Про показалось... Титаренко не скажем? Юрий Титаренко. А он что сделал? дрался? Проиграл в 3-м раунде с Абишином. А где дрался? Это... Там же. Там же. А, Сардорову, таджикский боец, в 3-м раунде скрутка позвоночника. Он еще и на эту типа скрутку, банана-сплит? по-моему, что-то, короче, такое. Банан-сплит, наверное. Как Кореян зомби сделал. Что-то да. Твистер. Вот. Да, ну это твистер. Окей. Но он в этот чуть не попал во 2-м раунде. И в 3-м раунде он все-таки на этот же прием и попался. Я не знаю. Но вот здесь вот с Юрием, я не знаю, сколько ему лет. Ну, конечно, есть над чем Молодой он работать. тоже. Есть над чем работать Юрию. Так скажем. Тем более у него была такая тема, то, что он же дрался еще и не с местным пацаном, а тоже, так скажем, с приезжим. Но этот пацан, у него соперник был чемпион мира по аймов, и 1-0 у него рекорд. Но он себя более уверенно чувствовал однозначно. Он попал на скрутку в каком раунде? В 3-м. Ну, у Юрия практически все бои такие, знаешь, как бы вязкие, долгие. Я помню, как он у нас дрался, 2 боя, кажется. Но или его 3 боя. все 3 раунда, в первом раунде еще более-менее, а второй и третий раунд, это прям доминация этого таджика была. В первом раунде его он чуть не засабмитил. Со спины начал его душить. Да, я думаю, не о чем разговаривать в этом отношении. Ну вот в общем то, Раз, что вот да. то, что про него сказали. Майкл. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин.
Да-да-да, вот предложили новость, мне кажется, она интересная. Есть запрет, я не знаю, просто кто-то, может Ну, быть, подробнее появился про это запрет, расскажет. да, появился запрет о проявлении религиозных каких-то атрибутов и вообще в целом. Это даже, знаете, а, это в кодексе, как это назвать? Мгм. Кодекс да. этики, да? Спортивная этика называется. Спортивная этика в Министерстве культуры. А что за... Что нельзя Ну, знаешь, делать? типа, вот после боя ребята там начинают, некоторые там в самом Мгм. октагоне или, Мгм. допустим, на ковре, там, да, начинают молиться, там кто-то высказывает словами. Я могу публично еще зачитать, на самом деле, Да-да, на чтобы самом деле, было. зачитай. А если это приезжие бойцы так делают вообще? Что? Знаешь, наверное, Предупреждают их заранее, организаторы да? один раз всех, да, курсанут, Ага. а потом их просто привлекут. А какое наказание за это? Короче, с 19 июня в Казахстане вступает в силу обновленная редакция спортивной этики, утвержденная Министерством туризма и спорта Республики Казахстан. Один из самых резонансных пунктов нового документа — запрет на открытую демонстрацию религиозных убеждений спортсменами, тренерами, преподавателями и спортивными судьями. Согласно официальному приказу, опубликованному 8 июля, запрещено открыто проявлять свои религиозные взгляды в команде, склонять других участников к участию в религиозных объединениях, вести миссионерскую деятельность в спортивной среде. Цель новых норм — обеспечение нейтральности спортивной среды, предотвращение конфликтов и давление на участников сборных. Это решение уже вызвало широкий общественный резонанс, особенно на фоне глобальных дискуссий о соотношении свободы вероисповедания и светского характера госинститутов. Вот еще есть. Также в кодексе четко прописаны такие запреты, как запрет на антиобщественное поведение и употребление алкоголя или наркотиков, требование знания текста и музыкальной редакции государственного гимна Республики Казахстан, участие в церемониях награждения исключительно в официальной спортивной форме национальных команд и обязательная демонстрация уважения судьям, соперникам, СМИ и Ладно, организаторам чё, соревнований. самый основной вопрос это, я так понял, из того, что ты прочитал, нельзя вербовать, говорю, нельзя Вербовать нельзя. распространять религиозные Да-да-да. Учение, знания, знания. учения в Принуждать. спортивной среде. Нет, распространять вообще нельзя. Миссионерскую деятельность Мгм. нельзя вообще проводить. Ну, то есть основа религии, она вообще в чем заключается? В том, чтобы они распространялись. То есть они говорят, в спортивной среде нельзя распространять. Ну, я бы, конечно, с удовольствием послушал бы комментарии Духовного управления мусульман Казахстана, как они с этим, сойдутся. Это, во-первых. А во-вторых, отчасти, У нас светское государство. и Это говорит о том, что у нас не религиозное государство. да. Светское государство конкретно это демократическое общество без религиозного, так скажем, стержня. Да. У нас закон, светский закон, Нет, я не понял. религиозный. Я говорю, отчасти, возможно, это как бы для какой-то дисциплины, для чего-то как-то там. Не, надо понять то, что Направление. все-таки у нас, к примеру, даже если взять спорт, да, у нас очень много маргинальных спортсменов. Вообще сообщество очень много маргиналов. Давайте так. А вот И это не секрет. И, конечно же, такие ребята, они очень сильно подвержены любому влиянию. Если красиво, правильно залезть ему в ухо, этот человек ты- может стать опасным. Ну, ты со стороны такого радикального какого-то вероучения. Конечно, Да, да. конечно. Только радикального. А так ходить в пятницу, как говорится, пятикратный намаз, альхамдулля, мы все муслимы, это наша вера наших предков. Но не радикализироваться. То, что такие молодые ребята, вот 20-25 лет, 18-16 лет, тем более, допустим, если любительские ММА взять, любительские виды спорта, это неокрепшие души, которым в ухо можно залезть 5 секунд. Я считаю, что это как минимум в нашем светском государстве это должно быть контролируемо. Потому что любые, так скажем, протестные настроения и т.д. и т.п., они совершаются не взрослыми людьми, а студентами, молодыми, тем, кому просто в ухо залезли, и все. Это, я считаю, нужно контролировать. Я полностью в какой-то, так скажем, я поддерживаю эту тему, потому что я сам родился в этой стране, в этом городе, я видел, что здесь может произойти. Не так, если нехорошие люди будут пропагандировать. А ислам — это мирная религия, а в исламе очень много всего происходит. То, что, так скажем, нашим муфтиятам
пропагандируется как ислам, это так и должно быть. Все нормально, альхамдулилля. Мы ходим в мечеть, читаем намаз, платим закят, держим уразу. Кто держит? Я, к сожалению, не держу. Да, любим своих родителей и уважаем свое государство. Вот и все. А все остальное, призывы к каким-то неповиновениям, т.д. и т.п., оно должно быть максимально устранено, я считаю. Казахстан должен быть свободен от всех этих предрассудков. У меня Там два есть? вопроса. Да, вопрос. По этой теме. Вот интересно, был ли какой-то типа прецедент, что этот закон ввели? То есть что-то было такое громкое, я просто про это не слышал. Знаешь, Почему, вот интересно, смотри, ввели? Майкл, я тебе скажу так. Я сам просто помню свою молодость институтскую. Да, это вот там, если отпустить это все, это может быть нереально жесткий хаос. Нет, наверное, прецедентов очень немало. Немало, И не вокруг, просто так. и вокруг, как говорится, вообще в целом сказать религия, нет, сказать какие-то определенные люди тоже не хотелось. Но дискредитации очень много, и она в целом со стороны самих же определенных людей, да, происходит, да, там. Мы часто видим же какие-то там... Вера, она, знаешь, наверное, с такими знаниями больше укрепляется, да, там, нежели просто там одеть на себя там одежду или там... Ходите всем запрещать. Не-не, Вот это не делай, это харам, это харам, это харам. И Отрастить везде голову. таких людей, которые в твоем Давай, любом давай движении. договорю, брат. Да? Давай, Там давай, давай. просто Извини, ты пожалуйста. этот, Красавчик. я старался не перебивать тебя. Что людям, у кого, как говорится, какие-то определенные возможности есть, особенно во власти, у них есть и доступы, наверное, к какой-то определенной информации, нежели мы, да, там. И, скорее всего, какое-то определенное такое, знаешь, устремление все-таки есть тех или иных каких-то международных организаций, возможно, в этом отношении. И, скорее всего, наверное, исходя из этого. Не просто так это происходит. было. Да, это не просто так Согласен я с происходит. вами полностью. А во-вторых, ну, чуть-чуть, да, кодекс нужен, порядок нужен. Я же говорю, я хочу услышать, как на это отреагирует муфтият, да, допустим. Потому что каждый же менеджер, он менеджер своего направления. Допустим, вот, чтобы ты понимал, я когда выступал в боксе, запрещалась щетина. Вот, чтобы ты понимал. Щетина запрещалась. Там же каждый день взвешивание, и каждый день тебе лицо прям трогают на ощупь. У тебя не должна быть щетина. Прикол? Борода вообще. То есть о бороде даже никто не говорит. А усишки? Щетина не должна быть. То есть вот прям тебе лезвие дают, и ты там бреешься перед взвешиванием, там все эти дела. Вот есть такие определенные моменты. И здесь, если с точки зрения там брать какой-то определенный там будущий безопасности, формирование какой-то культуры, там и так далее, Да. и так далее, может Да. быть, может быть. Наверное, это и с муфтиятом было согласовано еще, брат, я так думаю. Не, ну я хочу послушать, как это. Еще какой вопрос меня интересует, и я там не прочитал, как они будут действительно штрафовать за это или что будет. А там не было Я штрафа? чуть не увидел до этого. Не, про что-то штраф. Не, ну недавно. ты же комментарий уже к произошедшему событию читаешь, а самого закона ты не читаешь же. Вот, то, Вот. что мне сегодня Я скинули, говорю, то есть говорю, это- я не Не, изучил вопрос. знаешь, вот чего нам, наверное, не хватает, конкретного разъяснения не хватает, да, чтобы человек реально сел там и прям точно объяснил. Потому что я предполагаю, у нас авария конкретная будет в этом отношении. Почему? Потому что на соревнованиях многие после победы показывают, это можно или нельзя. То есть молиться нельзя, миссионерской деятельностью заниматься нельзя, пропагандировать нельзя, или нельзя реально что-то проявлять, да, там палец вверх показал. Ну, или там... один из самых распространенных, мне кажется, слов после победы, типа там, ну, Альхамдулилля, да, да. альхамдулилля, типа спасибо там за победу Всевышнему. Очень многие бойцы это говорят, и интересно, будет ли, типа, это, оказывается, вообще тоже ложится на такой извечный вопрос, что ММА это все-таки, я про это даже когда-то делал такую большую статью, что ММА это спорт, который, в принципе, что в христианстве, что в исламе запрещен. Поэтому тоже вот интересно, вот этот парадокс, о котором постоянно все говорят, многие там люди используют слово лицемерие, а действительно ведь там, ну и по лицу бить запрещено, и в принципе там само одеяние, да, вот в
шорты короткие, там, в ММА ты покажешь там Голый аурат свой. торс. Ну да. И в принципе, что в христианстве тоже запрещено, это что в исламе запрещено. Поэтому интересно, как этот закон ложится еще на вот этот вот извечный спор. Прикольно будет. Мне Да. почему-то сразу вспоминается боец, который выходил, который сперва перекрестился, а потом этот, Сделал. Да. да. А это, него сразу двойн- это чем-то противоречит друг Нет, другу? я не говорю, что это противоречит, я говорю, мне сразу почему-то вот это вспомнилось. Это да. просто Это, сразу вот двойной это вот штраф. дуа читается это не только в исламе. Так читают и христиане, и иудеи. Так они просят милостыню у Не, Всевышнего. он лицо просто потер. Да, это так и Да? есть. Конечно, и христиане, и иудеи, так, и не только, по-моему, и кришнаиты, и иудаизм. То есть это, если оно не монополизировано исламом, это было еще и до ислама. У христиан и у иудеев, если что. И, Сула сейчас возможно, спас Да. парня от двойного штрафа. Я тоже думаю, а мы сейчас вот этим разговором, который вы ведете, ну, типа, монологом, не попадаем Мы. под это, да. Ты, главное, начал, мы. Ну, Не, мы же скажем, все не, вместе не, сидим не, же. мы скажем, что этот подкаст был заснят задолго Да, до да, всё. выхода этого закона. это Почему? образовательный подкаст. 14 Да июня. не, мы... Обратную силу закон не... Если о законе о этот, Не, мы же, в принципе, нормативно-правовых ничего и не проповедовали. мы Не, не обсуждали. то, что проповедовали. Реально надо разъяснить. Почему? Потому что я считаю, что мы с такой большой проблемой столкнемся. Ну, реально. Многие, хочешь или не хочешь, это выскажут. Мы там запретим, Ну, скажем. Надо и понять придется- вообще, что запрещено. Вот, я про это и говорю. Я бы, знаешь, почему? Надо Я для чего вообще эту тему начал? Не для того, чтобы сейчас кого-то критиковать, власть там, или наоборот там не критиковать, а хвалить. Я хочу, чтобы хотите вы это, не хотите, закон есть закон. Он появился, вот Сула в начале разговора правильно сказал, что вышел там, допустим, да, там нормативный правовой документ, он вышел, его нужно соблюдать. И, естественно, мы, как участники этого процесса, который проводим как раз-таки то самое мероприятие, где, возможно, это и произойдет, какое-то там религиозное распространение, за что какой-то определенный там в МРП штраф есть. Где-то я видел, что 60 или 70 МРП штрафов. И чтобы ребята как бы, ну, не исходя из своих, как говорится, этих, с какими-то там серьезными религиозными какими-то радикальными адептами спецслужбы сами разберутся, да, там нам там что, мы же там их не, как бы мы их, для нас все одинаково. А вот какие-то определенные нарушения на наших мероприятиях мы должны в любом случае свести к нулю путем профилактики, путем, как сказать, обсуждения и донесения вот этого закона. Ну, не мы же это придумали. Мы должны сказать, что, ребята, за это сейчас штраф будет. Я для этого эту тему понял. За это вот сейчас вас оштрафуют. И это какую-то определенную, может быть, дисциплину, какой-то порядок приведет. Именно в плане проведения. Хочешь, потом вышел оттуда и сразу в мечеть иди и молись. Вообще не проблема. Да, там. Или там в закрытом где-то в какой-то комнате молись. Вообще проблем нет. Я про это. Чтобы завтра ребята не попали, да, исходя из этих. Ну, в целом, надо просто, мне кажется, бойцам это говорить и перед боями тоже какую-то там. Надо тренерам говорить. Нет. Ну и бойцам тоже какую-то там. Ребята, мы-то поговорим. Я говорю, что говорить, вот это надо понять. Я про это говорю. Нужно, да, понять, что вообще нужно, такое норматив. нужно обсуждение. Сейчас очень сильно это рекламируется. Я везде вижу, там, вот, этический кодекс, там, Министерство спорта принял, все, вот за это там будет, там, это запрещено. А что запрещено? Что за этим, что за Ну, это? точно понятно, что миссионерская деятельность, да? Да. Среди... А вчера допустим, обсуждал, кто-то там палец вверх поднял, все. Там Альхамдулиллах сказал, все. Аллаху Акбар сказал, все. Короче, да, и на право применения интересно посмотреть будет. Да, В любом да. случае. Вот в этом отношении надо поработать. Почему? Потому что, чтобы завтра там не было недоразумений, ребята там, не, как бы один там, ну, по привычке сказал и там попал, да, на штраф. Так, ну, вроде тему, да, обсудили. Стоит еще, наверное, сказать про UFC 318, который будет... Да никакой UFC, Нет, надо там будет... Нурбека бой обсудить. Сейчас про него тоже скажем. Да. Там просто будет... Ты Дидар на вспомнил. UFC у себя говоришь, он у себя говорит, ты зачем? Николай вы- Веретенников будет Кому драться нужно? там. Найзе один дрался, Николай Веретенников. Вот. Будет драться на UFC 318, плюс прощальный бой Дастина Порье. О, прощальный бой? Да. Дастин. Last Dance, да, уже везде эмбедди идет. Дастин. После боя, да, он в любом случае положит перчатки уже на На канвас. самом деле, очень часто дерется, да, Дастин, да? В год 2-3 боя делает, да? Ну, по меркам UFC и по меркам топовых бойцов, которые там 105, да? Больше не будет. Больше не будет. Ну, вот я говорю, вот
В год 2 раза точно дерется, да? Ну, он, да, много дрался с хорошими ребятами всегда. Есть С большие... Хабибом дрался, что говорить. Да, Нифига самым себе. высоким Исламом. дрался, грубо говоря. Я был Ислам, Хабиб, Конор. в 3 раза. 2014 Офигеть. году я был на С UFC. Конором 2 раза дрался. 3 раза. 3 раз раза. дрался с Конором. Офигеть. Один раз 14 проиграл, 2 году- раза В выиграл. 2014 году я был на UFC, когда Конор и Парье первый раз подрались. Когда он проиграл, да. Тогда и Конора, и Парье никто не знал, если честно. Я такой, Конор, Парье. А на футболке было написано Ромеро. Как это мужик такой? Юэль Вайтман, Ромеро? Нет, с сомнительной репутацией такой. Тим Кеннеди, не знаю. Кеннеди. С Кеннеди. Потом еще кто-то. И вот этот. Парье, третий бой. 3 боя на постере. У меня до сих пор эта футболка есть дома. У Веретенникова, мне кажется, последний шанс сейчас будет в UFC. У него в целом 2 поражения поражения. И соперника ему дали с рекордом 1-3 в UFC. Вообще Да. проходимого, ну, такого крепкого крепыша. И мне кажется, если Веретенников сейчас... Ну, короче, кто из них проиграет, то точно контракт решится. Да, стопудово. Ну, блин, надо выиграть, потому что первый бой и второй бой, он, по-моему, на замену уходил, если не ошибаюсь. Первый, по-моему, да, второй не скажу. Да, ну, Во вот, втором бою проиграл, да, он? Он и в двух первом? проиграл. А, В первом да? и втором Да. проиграл. проиграл. ну, решением там. Да, во втором бою решением. что-то быстро, да? Ну, в любом случае, блин, охота, чтобы он как бы раскрылся, хоть он немножко уже возрастной боец. Да, ему Да, 35, но- по-моему, точно есть. Хотя бы одну победу надо забрать в UFC. Ну, в целом, супер проходимый соперник. Вот. Нурбек Кабдрахманов. Сула, что скажешь? Да, у нас грядущий турнир Найза. Шанс, последний шанс. Последний. Да. Почему последний шанс? Заскочить в UFC. Ну правильно говорит. А ты думаешь, что после этого боя его в UFC подпишут? После этого боя вот вообще понятно, что там вообще с Нурбеком. Пациент жив или Ты просто уже иногда- не жив? Я не могу иногда твою логику понять, знаешь, ты говоришь, типа, Там для- многие ее не могут понять. Ты что, завязываешь? Столько ученых, Для- вообще академиков пытались. докторскую... Тоже написали, брось как- это дело. Не, просто ты говоришь иногда, так, Нурбек последний шанс, при этом там Абу Нурбулат, будущий чемпион UFC. Я просто иногда вот Будущий реально... чемпион UFC. Диссонанс, да? Да, не могу немножко сложить вот эти Диссонанс. вещи. Сейчас я тебе отвечу. Знаешь, Это очень просто. Можно? Он мне же задал вопрос, я не, отвечу. я так, как сказать, вот бывает перед выпуском крутого интервью Так, или ответа так, или фильма Хайлайт. идет промо, хайлайт. Мгм. Давай, Сула. Вот смотри, я сейчас объясню тебе, только никому не говори, что это сделал я. Выключите камеры. Ага. А есть вода? В общем, смотри, Без сахара нет? этого? Майкл. Чего Кабдрахманова так в прошлый улыбнулись? раз Нет воды или есть? жестко отправили в нокаут. Это сделал твой лучший друг Николай Киоса. Мой лучший друг, окей. И мне интересно посмотреть, как же выглядит теперь Нурбек Кабдрахманов после такого нокаута. Абу Нурбулата, у него были нокауты, когда его отправляли. Но его хорошо били. И я вот вчера... Нокдауны были. Да, вчера, когда он дрался, я увидел, что даже после всего этого он отлично себя чувствует. Понимаешь? А как будет чувствовать себя Нурбек Кабдрахманов после такого нокаута? Пропадет ли у него уверенность в себе? Поменяет ли он свою тактику? Будет ли он также безбашенно с открытым забралом идти и биться? Вот это вопрос. Вот это вопрос, на который, почему я говорю, это последний шанс. Посмотреть. Такие люди, которые попадают в такие нокауты, 1 из 1000 может быть. Обратно показывают свой... то, что ты не понимаешь, это не означает, Не, вот что эта этого нет. статистика Марса тоже Сулы не 1 видно. из 1000. Да? Нет, я Почему как бы бы нет? тут Я не особо знаю, где это согласен. 1 из М? 1000. Оппозиция Нурбека и оппозиция Абу Нурбулата там, мне Да, кажется, конечно, разные. очень разные. Нокаут есть нокаут. Я же говорю, я хочу посмотреть, как Нурбек себя чувствует после нокаута. Нет, тут я Ребята, с вами согласен. Тут Вот, с вами я хочу согласен. посмотреть, как он себя чувствует. Есть, возможно, мы сейчас увидим Нурбека совсем другим, каким мы его видели. Понимаете? Вот это самое главное. Каков он сейчас? Все норм. Я, кстати, Нурбеку самому говорил, мы с ним когда виделись в Хусунае, в Караганде, я ему сразу сказал, Нурике, я хочу еще посмотреть, что ты сейчас из себя представляешь. Мы когда общались на улице, вышли. Вот, то есть это очень такой большой вопрос. А что он ответил? Он сказал, все будет круто, не переживай. Молодец. Я тебе скажу так. Нурбек выходил из таких передряг еще Вот не из раз. таких передряг пока не видели мы, А брат. выходил, брат. Но когда бы мы видели, чтобы его так вот щелкали? Я тебе честно скажу, нокаут это могло произойти с каждым. А когда тебя все 5 раундов бьют по голове,
Я помню этот бой. Это, конечно, это Сулан, фантастика была. ты сравни бой с Уланом Тангабаевым и этим нокаутом. Ну, нокаут, ладно, в первом раунде там попал и все там, да. Это слона в комнате мы не видим, да, получается? это может с каждым произойти. Я к чему говорю, что Нурбек уже возвращался не раз. Не, подождите, мы его вот после такого нокаута еще не видели возвращающимся. У него такого нокаута еще никогда не было. Брат, чтоб ты понимал, я тебе почему сразу Я говорю. за Нурбека, Сула, вообще, это Сула. один из моих любимых бойцов. Сула, не в этом дело, я тебе почему говорю. Это был Айгерим, если кто-то не понял. Я тебе почему говорю. Помнишь, после боя с Уланом Тангабаевым Так, он 2 года не дрался. я помню. 2 года он не мог, он долго оправлялся после этого боя. Ну нифига там у них у обоих там лиц вообще не да, было же. 2 года. Месиво. А когда с Киоси был бой? Около года назад. Какой год? Ты чего? Ты Это что, прошлый год год. ждёшь? Зимой это было. последний В декабре турнир, был. да, точно. Полгода Точно. прошло. Какой Всё, он- декабре? Какой декабре, брат? Последний Да, турнир декабре, года. декабре. В январе был Эворд, Вот в он, феврале Эворд. вот был. он возвращается уже с улыбкой, говорит, ага, и там, я все готов. Но я все равно. Я тебе к чему говорю, что... Абдрахманов мой один из моих любимых Да. бойцов, брат. Я хочу, чтобы он был одним из 1000. Я хочу, чтобы он был именно этим. Ну, вот о сопернике что ты И знаешь? если сейчас он щелкнет, если он победит, все, это он, значит, он запрыгнул. Значит, все соперник круто. Потому что, согласись, Знаешь, когда кто он соперник? Киоса проиграл, Да, знаю, отодвинул же он свое это самое. Вообще большой вопрос же стал. Да, да. Что с Нурбеком? Я же про это говорю. А ребят. вот, допустим, Нурбек выигрывает, да? Шикарно, должен, иншаллах, Сейчас выиграть. этот бой. Надеюсь. Посмотрим. Блин. Из Киоси бой хотите? Киоси, Очень. кстати, интересная про него история, если хотите, могу рассказать. Он уже 4-й месяц находится в Америке, и у него за это время, по-моему, там 6 боев не состоялось. Вот По- что-то такое. По причине того, что не хотят с ним драться, потому что знают, что сильный парень. Американцы отказываются, им неинтересно. И Молодец. ребята с СНГ тоже предлагают. Они говорят, зачем нам драться сильным в Америке, если мы можем с американцами подраться. И у него вот такая ситуация, он уже... А там, ты с ним знаком, да? да. Лучший друг его. Общаешься, да, ты? Ну, я вообще с его тренером больше знаком, чем с ним. Но, да. Ну, интересен Гошей- был с бы Гошей тебе ты бой, знаком, если да? мы его привезли бы. С Нурбеком. С Гошей, да, и Емельяновым? Да, однозначно будет интересно. Георгий Мне кажется, Емельянов, все хотят Да, посмотреть. Георгий реванш, это Да, 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 прикольно. это его тренер, вот который наш Георгий здесь Емельянов. раньше был. Он у тебя дрался, нет? Ты с ним точно где-то выходил, в каких-то Не-не, я соревнованиях не выходил, участвовал. но мы в одном весе дрались с ним. Я говорю, ну вот это вот Рукопашки, он, рукопашки. Ну, он дрались. классный дядька, да, черный Да-да-да. пояс по БЖ. он в По- Казахстане раньше пограничник. жил. Пограничник он, да? Военнослужащий. Камень. Мне Усман про него говорил, камень. Это Нереальный очень- не, камень. Он У кикбоксер. него и знания, так он и черный пояс по БЖЖ, и кикбоксер. Он и Петра тоже тренировал. Он прям... Петр Янович. Порядочный Мне кажется, молодой он человек, мне кстати. кажется, Да, он очень дрался здравый с дядька. многими, да. Вот Емельянов очень здравый дядька, давно с ним уже просто знаком. И вот от него история про то, что все отказываются. Короче, просто человек поехал в США за своей мечтой. Вот тоже, Значит, Похоже, время да, не история? наступило. Время не А? UFC наступило. хочет попасть. ну, конечно, в Америку, да, хочет сцепиться. Я к тому, что вот есть параллели какие-то с Абу Нурбулатом, с другими бойцами, которые просто вот, ну, вроде и свою мечту преследуют, а плана какого-то конкретного нет. Уезжаешь, кучу денег тратишь, оставляешь в Америке, оставляешь бои, которые у тебя потенциально есть в Я про России, это там, в говорю. Казахстане. Судьба проверяет, в СНГ. насколько ты готов вообще к этому. Тут же не только про судьбу, а про менеджмент тоже, что надо, чтобы там, это правильные люди тебя одна вели. из частичек, допустим, плана судьбы. Да. То, что такой менеджмент конченый у тебя, к примеру. Не факт, что Миша, здесь Миша, так. Миша. Основное все от него зависит. Да. Там менеджер, не Да. менеджер, там Да. это все другое. Да. Все, многое от него зависит. Вон, Двалишвили Многое от сколько него. там ходил, да? Строил дома, этого, да? То есть тоже как бы так, знаете, всякие бывают ситуации. Шварценеггер вообще там, сколько долларов он привез уже в Штаты. Губернатором стал Калифорнии, нифига себе. Все в его руках, все в его руках. Не, ну, реванш лично для меня будет очень интересен. Да для всех, нифига себе. Я уверен, что и для всех тоже. Это будет крутой бой. Я Абдрахманов? уверен, и Нурбек Абдрахманов тоже хочет это. Любой забрать бой реванш. Кабдрахманова, да, ребят? Любой бой. Побеждает, проигрывает. Фантастика. Вот это самое главное в Кабдрахманове. Нет, драма. Помните? Вот Всегда. когда он выиграл, как? С Дагестана. Вандерлея? Нет, Эминова. Эминова локтем. Потом Вандерлея отключил. Потом как бы сам ушел. То есть каждый бой вот драма Да, какая-то. да, да. Реально. Любой бой Я его помню, прям- я помню тот момент, когда он нокаут упал. Эх, ёпта, мы с тобой сидели. Ёпта, Втроём как это сидели. есть. Я тоже помню Это ваше был лицо. Я фан- смотрел на трансляции. Какая-то вообще просто... Вот так было.
А ты же мне еще сидишь, говоришь, вот сейчас. Не, я уже в процессе боя увидел, что он руки опустил. Он один раз, да, попал И ему он когда сначала. попал в игру, он сейчас его уронит. Он уже все, он уже такой близко. И он от ноги к ноге, когда начал подбирать, вот этот шаг, обманный шаг, он сперва тянет, потом обратно челнок. Я уже понял, что он попадет сейчас. А этот все равно руки опустил. И я говорю, сейчас он упадет. И он бам, прям перед нами. Прям в нашем углу. Да. Да. Вот и возвращаясь к все-таки первой мысли, которую я хотел сказать Суле, что сейчас, Может, не надо? да, ну просто постоянно скажу, что возраст позволяет вот это, знаешь, все, не все. В принципе, и что Жако, его одноклубник, показывает, что можно типа прям уже в солидном возрасте драться на хорошем уровне. Что есть там супер два ярких примера. Вейсей, 50-летние два мужика, они сейчас дерутся там на топовом уровне, Венер Галиев и Марат Балаев. И, в принципе, 50 лет, ты такой думаешь, ого, это вообще как возможно. это А в итоге, да, сейчас Из 1001. уже два как минимум. Вот, и, в принципе, Тогда Дерек из 100 Льюис там. тысяч. Из 2002. Уже Дерек Из Льюис 2002, из 3003. уже неплохо. Ты нас здесь так не проведешь. Короче, хватает бойцов, поэтому не надо всех Говорю, что списывать. с 8 миллиардов-то по-любому. Ну и Всех мне списывать кажется, надо. у Нурбека Кабдрахманова, там у них вот эта команда Еркинкуш, они там один за всех, все за одного. Мне кажется, в этом плане там поддержка и там какое-то психологическое состояние, мне кажется, в этом вообще проблем нет. Есть все-таки понятие Какое? фарта. Фарта? Ну, опять же, не будем уходить там в религиозные какие-то высказывания, но Баракат. есть такое, А это есть называется такое, баракат. есть брат. такое понятие, знаешь, вот недавно слушал историю про кто создал Microsoft? Билл Гейтс? Билл Гейтс. Билл Гейтс. И Джон Аллен, да, по-моему? Билл В Гейтс. твоем ожидании? Не, дослушай, брат. Билл Гейтс был один из самых умных в школе. И, оказывается, рядом с ним был еще умнее пацан. Тоже в одном классе учились они. Но этому пацану не повезло, его задавила машина в детстве. Или то ли задавила, он умер, короче, в детстве. Билл Гейтс съел его печень. Мозги. И стал Билл, еще и круче. Билл Гейтс, и вот, ну, как бы автор книги, он преподносит к тому, что, типа, да, есть, короче, дисциплина, есть знания, но есть везение, да, тоже. Конечно. Я думаю, сейчас Сула это в конце передачи скажет. А Не, мне, Билл кстати, Гейтс всё вообще в равно, целом что там повезло, он приготовить родился скажешь, в да? семье богатых людей. Не, ну, богатых-то одно, а сделать что-то это другое. Да. Наоборот, кто, вот знаешь, вот зачастую те, кто в богатых семьях рождаются, не всегда что-то исполняют. А если люди исполняют, это уже говорит о другом. О какой-то дисциплине, о воспитании хорошем. Потому что есть же такое высказывание, когда говорят, наши говорит, деды ездили на верблюдах, а мы на мерседесах. Скорее всего, наши правнуки будут тоже ездить на верблюдах. Ну, давай, Сула, Сула, скажи, заключительная, а чё, я заключительная говорю, да? речь. Да, скажи Итак, про тяжелые уважаемые дамы времена и и сильных господа, людей. перед вами оратор, Подожди, лучший подожди. блогер, журналист Ты-ка вот Казахстана, это самое спортивный обозреватель, крутейший человек на свете, лучезарный Цезарь Сула. Ты вообще не сказал про то, что он миллионер, филантроп, плейбой. Железный человек. Да, и слово в конце. Это, Я знаешь, железный человек. Это будет видно, когда I'm он станет, Batman. шорты засветятся. А ты можешь сразу стоя? Чего мои шортики вообще не нравятся? Не, Вике нравится, я вижу. Так, ладно, Положи ноги на стол и шел. я, наверное, скажу какую-нибудь такую умную фразу, да, вот, все больше и больше мне нравятся Собаки. слова Конфуция, да, если А. не ошибаюсь, о том... нет, давайте вот Марк Аврелий. Марк Аврелий однажды сказал по поводу мести, да, если что, Марк Аврелий это один из основоположников стоицизма. Ты знаешь стоицизм? Я думал, ты скажешь Лики Найза. Впервые слышу, братан. Красавчик. Это Он боец? врет, он Это знает, боец? что такое. Так, Марк Аврелий однажды сказал, как нужно поступать с людьми, которые нанесли вам какой-то вред. Нужно ли им мстить? Так вот, он сказал, лучшая месть для таких людей никогда не делать так, как они поступили с тобой. Пользуйся.